Добрый день, с вами проект ABM. Сегодня мы находимся в селе Чувашская Сиренькино, где мы будем записывать народную песню ансамбля «Сирень». Мы немного расскажем об истории села и людях, живущих в этой деревне. Существует легенда, что примерно в начале 17 века в эти края пришли 3 старика. Каждый из них выбрал себе место для проживания, и на месте деревни Сиренькино поселился старик по имени Сирень. С этого, собственно, и началась история деревни и название Сиренькино. Поселились здесь чуваши, поэтому к названию Сиренькино добавили слово «чувашское». А главной достопримечательностью села является парк 70-летия Победы. В 2012 году Петр Алексеевич Игнатьев, как говорят, практически в одиночку начал строить этот парк. Также очень много средств и сил односельчан и инвесторов было вложено в благоустройство этого пустыря, чтобы оно превратилось в такой замечательный и цветущий парк. Тут мы решили пройтись немного пешком, чтобы, как говорят, все увидеть своими глазами и ничего не пропустить. Можно что ли? О, специальное такси нам подали. Как нам повезло-то, а? Опа, ага. О, давайте. Ну что, держитесь, аккуратненько. Вот. Ну что, как тебя звать-то? Николай. Николай, привет. Ты где живешь? Ты далеко живешь? Нет, тут-то, в деревне. В деревне? Ну, где твой дом? Тут далеко, нет? Да? Да. А что тут есть интересного? Чем занимается вообще? Вот чем ты лично сам занимаешься? Вечером что делаешь? Рыбач. Рыбач? Здесь есть, значит, речка получается? Да. Ну, скорее всего, она, да? В той Да, стороне, да, да? Что, какая рыба там есть? Щуки, окуни, Ладно. головли. А у тебя подружка есть? Нету? Ну ладно, будет еще. Будет у тебя и подружка, будет у тебя и машина, все у тебя будет, все будет. Так, рыбалка, конечно, это хорошо. Ну вот, я и вот не поверю, что еще что-то в деревне есть интересное. Вот какие у вас интересные там дома, не знаю, там объекты. Куда можно сходить? Вон там вот идет Лидия Михайловна, она вам все расскажет и покажет. Лидия Михайловна! Лидия Михайловна! Мы вас ждем. Лидия Михайловна? Идемте Садитесь, к нам, пожалуйста. идемте к нам. Давайте. Куда поедем-то? Вот говорят, есть что у вас интересное есть в деревне еще? Куда мы можем поехать? Что вы нам можете показать? Я бы, Какие знаете, достопримечательности? я бы что вам предложила. У нас в деревне живет поющая бабушка Валентина Алексеевна. Очень Я бы, интересно. конечно, да, проводила бы вас к ней. Здорово. Да. Это прекрасно, что есть в деревнях носители традиций, скажем так, да? Фольклора. Да, Фольклора. да, да, Ну что, едем к бабушке? да. Да, едем к бабушке. Сейчас мы находимся в гостях у Валентины Алексеевны, которая нам исполнит замечательную старинную народную чувашскую песню. Милости просим. Пожалуйста, проходите. Сейчас я вам исполню чувашскую народную песню «Мандюреде ументе юзе дулмаевась». Мандюреде ументе юзе дулмаевась. Писсе сидет хамаланан сирлые. Писсе сидет хамаланан сералые.
ману на заморок, теререху скаледею раду, хускаледевол пелезер бахатра, хускаледевол пелезер бахатра. Шурамбу скилет сюнде салдырзем, тюнзана кебет кусюлара кусем. Ах, савны, савны, магильместенжи, юрада псана, мазис местенжи. Вкусный деревенский чай, чувашский, с травами. Давайте будем чай пить с медом свежим. Дорогие друзья, жаль, вы не можете ощутить замечательный аромат этого чая. Спасибо. Ну а мы, в свою очередь, хотим сказать огромное спасибо вам, Валентина Алексеевна, за ваш прекрасный голос, за то, что вы являетесь носителем чувашской культуры и традиций, за ваше доброе сердце и гостеприимство. Теперь вернемся к истории. Посредине этой местности протекала речка, а кругом были просторные поля для посева и уборки урожая. Поля окружали леса, где можно было достать дичь, растительную пищу, и люди постепенно стали заниматься животноводством. Мы сейчас пришли в гости к Нине Павловне Кулаковой. Она у нас ходит в клуб на занятия по декоративно-прикладному искусству. Ее вещи мы всегда выставляем на выставках. Они не только в клубе занимаются, приходят, они еще занимаются дома. Она занимается дома лоскутным шитьем. Но женщина на все руки мастер. Сейчас зайдем к ней и посмотрим, чем она нас удивит. Я не называю вот это искусством. Это ведь пришло издревле, когда мастерицы, которые шили вещи, лоскутки оставались, и мастерили детям одежду, что-то там, одеял очень много шили, ну, различных вещей, наволочки вот на подушки и все прочее. И так как я тоже этим занимаюсь, вот у меня это все и сложилось. Лоскутное шитье, оно бывает сточное, это нашивное. Ну, вот это вот фрагмент сточного. Это вот каждый кусочек сшивается по отдельности, каждый квадратик. Вот видите, наверное, что маленькими прямоугольничками. Это все соединяется, но это еще изделие не готово. Как оно сказать, сырое такое. Мне кажется, сейчас мы все в такой одежде ходим. И платья, и футболки, и брюки различные. Но когда вот остаются вот эти лоскуты, рука не поднимается их выбросить. И вот каждый вот кусочек ткани – это история. Это кому-то платье шила, кому-то юбочку, кому-то что-то. Дочка вот сейчас говорит, это моя ночнушка, это Анюткин халатик. И вы знаете, смотрите на каждый кусочек, и это, можно сказать, это человеческая вот какая-то биография небольшая. Кто-то это носил, кто-то в этом ходил куда-то в гости, либо еще что-то. Вообще интересно. А еще я занимаюсь вязанием. Это вот из старых вещей. Я их распускаю, режу на ленточки, на короткие, ну как, на пряжу, так скажем, и вяжу крючком. Я еще занимаюсь огородом, увлекаюсь, вот виноград развожу, овощи различные, очень нравятся нам вот баклажаны красивые, там дальше перчики, цветы. В 1930 году
организовали коллективное хозяйство и назвали его «Комсомолец». Конечно, шли года, менялись названия, руководители, нравы. Кстати, газ в селе провели аж в 1984 году. В 2018 году мы выиграли конкурс как лучшая сельская библиотека Альметьевского района и получили 100 тысяч. На эти деньги мы приобрели мебель. Вот эти вот двусторонние стеллажи, односторонние, кафедра, для читателей компьютерный стол. В 2018 году библиотека удостоена звания «Лучшее муниципальное учреждение культуры на территории сельского поселения Республики Татарстан». А теперь мы направляемся в храм культуры, построенный в 1971 году. То место, где проходят все культурные мероприятия, семинары, конкурсы районного масштаба, а также ежегодные традиционные отчетные концерты. И, конечно же, нас встречает директор ДК Макарова Лидия Михайловна и самые настоящие чувашские красавицы. Здравствуйте! Вас встречает вокальный коллектив «Сирень». Наше национальное блюдо хупло. Пожалуйста, попробуйте. Вот вы видите, что национальное чувашское блюдо внешне очень похоже на татарский белиш. Но все же есть отличия. Чувашский курник хупло отличается от других блюд тем, что он готовится с пшенной крупой. На дно хуплу ложат хорошо промытую пшенную крупу, а затем начинку из картофеля, мяса и лука. А пока мы готовимся к записи песни, расскажем вам про вокальный коллектив «Сирень», организованный в 1995 году под руководством Лидии Михайловны Макаровой. А с 2010 года возглавила ансамбль художественный руководитель Елена Ананьевна Тихонова. Коллектив очень дружный, веселый и активный участник различных республиканских и всероссийских фестивалей, конкурсов. Ну что, друзья, мы готовы, вокальный ансамбль «Сирень» готов, и для записи мы выбрали песню «Кугамибе Кугази». А теперь по традиции давайте послушаем, как песня звучит в оригинале. Кугамибе Кугази, кугаль безересе, кугаль безересе, чукту заилесе, Кугамибе Кугази, хомазаваласе, киресе гаясе, Кугамибе Кугази, хона нагаясе, юбиле бывасе, поезд кает, Кугами загая, Кугази дела молодец, телеметр заювать. Наша запись прошла успешно! Ура! Вокальный ансамбль «Сирень».
Друзья, сегодня у нас в гостях замечательный мальчик, которого зовут Рома. Рома, ты нам расскажи что-нибудь интересное. Чем ты занимаешься в деревне днем? Что ты делаешь? Я сплю, я делаю зарядку и потом чай кусать. И я хожу это гулять. Да. А ты с кем ходишь гулять? У тебя друзья есть? Да. Кто у тебя друзья? Вот там. Мои Кирилл, Кирилл. Матвей Два. Матвей. и Максим. А девочки у тебя есть знакомые? Да. Ну-ка. Они тебе нравятся? Да. Кто тебе нравится больше всех? Вот всех. Кто тебе нравится? Ну, кого ты, скажем так, любишь, что ли, не любишь? Кто тебе, ну да, кто тебе нравится? Не знаю, я вот там. Забыл. Давай на ушко скажи мне. Я не могу. Давай. Это мои... Давай имена. Это твой пиши. секрет, наверное. Да. Там Лен.